привет! Очередная вылазка, ребят, на рыбалку. Ну, дороги после дождей, ребят, разбило насмерть. Сейчас пробуем путями окольными. Тут не прошли, здесь дорога не прошли в лесу. Ну, в лесу вообще хлам конкретный. Сейчас пробуем пробить через дорогу через лес. Есть Нива тут у нас. Вот. Илюшка сейчас будет пробовать. Илья, это просто бешеный водила. Вот так прям по пню проехал, молодец. Ну, ребят, придется включить вступление. Так что как мы сегодня приехали на рыбалку. У нас всю неделю шли дожди. И сегодня мы, ребятки, выехали, несмотря ни на что, пробовать заезжать в труднодоступные места, как сказать, за рыбой. Будем пробовать. Как-то так. Ай-яй-яй-яй-яй, сука. Вот этот геморрой. Стой, остановись. Он тут справа, наверное, да? Не могу остановиться, даже, сука, скидывает и все. Надо Давай, посмотреть, справа, Илюх. справа, давай. Нет, там, Люк, смотреть надо, там пилу надо достать. Ой, бля. Ну пизда. Остановись. Ребятки, дорога хлам просто. Там места все заняты были, где мы в прошлый раз сидели, кстати, за видео, скорее всего, потому что многие писали, спрашивали. Ну, местные, конечно, понимают, по видео какая-то местность, и вот проехать мы не можем. Но здесь, ребят, хлам, конкретный хлам, просто, я не знаю. Пацаны на Ниве, то как бы они еще могут попробовать. Ну а мы, наш экипаж, навряд ли. Здесь можно машину скинуть и стукнуть об дерево и еще что-нибудь. Ну или порвать что-нибудь, колесо, шрус и так далее. И схоронить здесь вообще машину. Кстати, в этих лесах, ребят, похоронено уже 2 машины у Ильи. Не смешно. Бука чья? А? Бука чья? Ты чё? О, это, блядь, мать надо.
Ну что, ребятушки, дела у нас не очень. Значит, приехали на старые места, где вот неделю назад рыбачили. Ну, здесь, ребят, народу километр. Пробовались пробиваться, ребят, дальше. Вот там по лесу, по тайге. Вот там, ребят, дорога. Сами видели, что происходит. Сейчас приехали, получается, обратно же сюда. Пацаны на Ниве погнали далее. Ну, на Ниве у них вариантов побольше есть, чем у нас. Парняги вон впереди идут. Сегодня с Ильей, со Стасом. Короче, даже не знаем, что делать, чем заняться. Времени уже истекло. Сколько планировали на дорогу. Потеряли на часа 2 больше. Сейчас, ребятки, взяли баулы все свои. И прям ножками. Тут дорога, ребят, нормально, но там ручей такой, что его просто на танке только проезжать. Сейчас будем смотреть, ребятки, куда нам сесть, чё, да как, не знаю вообще. Вот когда так рыбалка обламывается, ребят, сразу настроение падает, конкретно падает. Потому что ты нацеленно едешь на одно место, уже планируешь уже за неделю, куда ты расставишься, еще что-то. А в итоге вот такие дела. Ну, как говорится, будь оптимистом, все, что не делается, все к лучшему. Сейчас будем смотреть, ну, что-то думать. Так что как-то так. Прохожу, ребята, озера здесь. Утки много. Утки уже видно такие семейные. Но утка уже на гнезде местами. Радует то, что уточка осталась у нас в наших краях. Это хорошо. А вот справа река Сысола, ребятки. Проходим. Думаем, гадаем. Что да куда. Пока не знаем. А вот, ребятки, на том месте, где мы сидели, ночевали люди. Какие-то банки. Дальше больше. Тим, если ты меня смотришь, скажи, что это не ты. Иначе я не прощу тебя, конечно, за такие дела. Потому что, ну, это блядство нахуй. Конкретное. Ну, люди ночевали, какие-то навесы делали. Ну, вот это блядство зачем? Я все вывожу, стараюсь, блядь. На горбу несу иной раз. А здесь вот так. Ну, зачем это надо? Плохие, ребят, конечно, эмоции вот так. Когда планируешь выехать на рыбалку, берешь много с собой. Ну, в плане комфорта, там, кухни, там, бытовухи. Ну, какие-то там добыча дров, это там пилы, топоры. И приезжаешь, и там сидят ребятки уже. Естественно, ты их не выгонишь, правильно? Потому что, ну, определенным местом это не назовешь. Конечно, там сказать, что там я неделю назад сидел там и почему тут здесь, тебе пошлют. Пробовали, ребят, пробраться, но вот здесь по горе, вот по вот этой, там идет дорога. Вот там беда. И сейчас идем по низине. Тут люди когда-то вон ездили. Ну, как бы ни было, пробираемся, тащим все с собой. Вот у меня, ребят, в руках все чехлы, полный рюкзак за спиной. Так что, ребятки, кстати, по поводу ребят, многие мне пишут видео, комментарии: заманал ты со своими ребятками, уши тухнут, там начинают оскорблять. Вы предложите, друзья, как вас называть, как вам обращение делать, потому что для меня вы ребятки, для меня вы мои пацаны. Я же не буду там вам говорить добрый вечер, доброй ночи, господа, там дамы.
и так далее. Я простой парень, и для меня вы простые парняги. Вот такие дела. Прошел мимо, думал, тут срежу, короче. В итоге я прошел много куда лево. И сейчас мне придется по чепыжнику тут, друзья, пройти маленько. Вот, пацаны свистят. Я промахнулся вообще нормально так. Сейчас придется по буревому пройти. Ну как на днях? Неделю назад две вода стояла. Сейчас уже проходим. Уже травка зеленеет. Нормально. В тайге, ребят, тоже есть джунгли. Только вот такие они своеобразные. Вот так все это выглядит. Но это сейчас еще лето, начало. А вот так теряемся. Все это зазеленяет потом. Тут вообще непроходимо будет. А так походим. А так по дереву, ребят, видно, вот вода стояла. Получается выше меня. Вот так. Еще в 2 раза. Вот так. Тут все вода была весной. Если кому интересно. Фух, блядь. Ребятки, топали, и там старец. Ё-моё. И обратно, ребят, все надо выходить. О, это жесть. Вот так забрели. Так забрели нормально. Илюха, что вы в обход идете? Да. Пробуешь, да? Фух. Вот этот монстр, ребят, который нас порадовал в конце. А уже почти вернулись сначала. И здесь такая вода. Вот это да. Фу. Вышли на дорогу, ребят, на которую пробую заезжать. L200 едет. Ну, пацан уверенно себя чувствует. Нормально. Сейчас побазарим маленько. Здорово. Что ты как далеко? До забора. Вы там заехали, видел, да? Куда даже заезжали? Вытащили Нива, я оттуда. Здесь, пешком он ебошит. Чтобы было все четко. Вот хорошие люди решили подвести нас. Наш скраб сейчас загрузим и поедем. Нож. Пойдет. Эта тема, если сядет, блядь, то пиздец. Ну да, согласен. Я ездил на ней. Да, наверное, тяжело 3, на наверное, сесть. ездил. А что ты говоришь? Мне вот я уже практически приехал, блядь. Вот они Вон тут сидят, ставятся. пацаны. Ну ты что? Да? Сейчас посмотрим. Вот это А пойдет. следов-то нету, откуда они заехали. Они на Ниве, вот там. Они с той стороны, что ли? Слушай, Миш, ну это душевно, да, скажи? Конечно, она как танк. У Серого L200 Ей была, где только не были. на месте не останавливаться. Встал на месте, все, пиздец, блядь. Ага. Или надо резину такую, чтобы, блин, Сейчас я просто, сейчас я пацанам покажу палец. Скажу, вы на Ниве, а мы вот нас такси вызвали, скажу. Саш, лесную такси вызвали, понял. Ну, значит, ребятки, на L200 мы все-таки добрались до своих заветных мест. Хотя пробовали пешком. Сколько, Илюш, потеряли? Часа, наверное, 1,5, да? Плюс застряли час, наверное. Человечек сейчас нас догреб. Обменялись номерами. Кстати, Сыктывкара мужичок. Привет тебе, если будешь смотреть. Молодец, выручил. Нас барахлишком таким подкинул. Мы уже просто теряли надежды, что делать, куда идти. Но в итоге приехали. Ну что, друзья, заходим. Просто, я не знаю. Жестко.
Жестко, без комментариев. Ну, вроде как, ребят, с Божьей помощью добрались до места определенного. Ну как до определенного? Уже вариантов у нас мало. Стали на перекус немного. Ребят, хочу показать такой хлеб прикольный. Вот буханка цельная, но с одной стороны ржаной, а с другой пшеничный. Вот Илюха разрывает. Вот две буханки. Он был цельный. Это черный, это белый. Вот так, ребят, повара тоже прикалываются маленько. Ну, не менее того, какой на вкус, кому как понравится. Вот такое место, ребят. Вот там река. Здесь тайга уже. И здесь ребятки столик сделали. Много дров напилено, сушено. Мы благо с пилой. И, короче, сейчас подпилили на чурке. И уже вот Илюха конетелит дровишки. Нормально. Кстати, с этой уже можно получится финскую, да, сделать, Илюшка? Нормально причем. Да, Не вот с здесь. этого, вот. Ну там какой-нибудь такой поменьше баллончик сделаем. Вот она, ребят. Красота. Царство огня. Это уже, ребят, никакой. Вот это уже все. Жестко. Жесткие дрова. Тут уже без вариантов. Хоть они сырые будут, мерзлые, мокрые, они будут гореть по-любому. Без вариантов. А русский человек колет их вот так. Все. Сучками, они не сучками, вот все. Опа. Вот видишь, зараза такой. Да, он попался сучкастый весь. Братан, переверни его. Это бесполезно. У Илюхи дури много. Разрывает. Ну, сейчас разойдется. О, все. Дома. Ага. Вот. Ну, видишь, смотри, какие суки. Русскому человеку не понятно. Наших. Простая доночка, ребят, вот так она выглядит. А резиночка используется для того, чтобы грузило не болталось. Два поводочка, основная леска 0,6 используем. Поводочки 0,3, 35, 0,4 даже я дохожу. Ну и крючочки, ребят, вот такие. Беру кобру, почему нравится? Потому что секет вот рыбу достаточно. Вот малейшая поклевка, она вот ее секет и на поводке держит ее достаточно. Уже бывает до того степени, что достаешь, как будто даже грузила ее, это в итоге там рыба, а она уже замучилась до того степени, что она, ну, крючок ей не дает просто выйти и все. Вот такие крючочки, бюджетно, дешевые. Кстати, ходил на рынок свой, даже там узнали нас, как мы рыбачим, и продали на 50% скидочку. Это очень приятно, ну, как-никак. Вот такая мотовилочка, ребят, с фанерки, пилена своим образом. Как попало, лишь бы замотать леску. Грузила самопальная. Камера велосипедная режется на полосочку и вот так держится. Два поводочка. Ну, в принципе, все многие знают. Вот так, мало ли кому. Может, кому-то будет полезно или что-то приятное это увидеть, потому что на нее мы в данный момент и рыбачим, и добываем неплохую рыбу. Без всяких там кормаков и так далее. Грузило самопальное, ребят, заливаем свинец. Свинец раньше добывали с аккумулятора, а сейчас в данный момент берем, едем по сезону, по весне и по осени на шиномонтаже, берем грузики, которые крепятся колесами, и уже
берем, переплавливаем и заливаем формы энные. И у нас получается груза на рыбалку. Ну вот, друзья, времечко где-то 7 час. Надо раскидываться. Ну, добирались очень долго, ребят, очень долго. Умотались вообще. Пока проходили, пока заезжали, пока доставались. В итоге, короче, добрались, ребят. Ну, место мне реально не устраивает. Вот такие кущи. Но там есть места, где можно закинуть доночку. Здесь ручей получается такой. Там его можно перейти. Ну, Илья, получается, идет на ту сторону. Я иду на эту сторону. Место, конечно, не на линии такое, если честно. Но уже не будем пробовать куда-то добираться дальше. Уже будем экспериментировать. Будем тут закидываться. Сейчас заготавливаю доночки на палочки на доночки и закидываемся. Ну вот, друзья. Вот наши палочки заготовленные. Вы там кто-то, может, не обижайтесь, то, что мы тут вырубаем молодежь, потому что, ну, ребята, у нас скоро, через лет 5 вообще никуда не подсесть. Люди иной раз приезжают для места, вырубают плантацию, чтобы можно было рыбачить. А так что речка зарастает вообще напрочь. Как обычно, наши доночки, ребят, кормилицы. Кстати, дома подправил все. Поводочки новые, крючочки новые покупал. Ну и, как обычно, червя. Так что погнали расставляться между кустов. Не знаю, пускай нас повезет. Проверяю, ребят, по бровке. Очень мелко. Очень мелко. Ямы никакой. Здесь такая течуха, ребят, большая. Он донку сносит моментально вообще. Вот она еще только закинулась, но она еще не встала на место. Вот где-то нашла кочку какую-то. Я еще не проверял даже, ребят, этим пробросом своим течение, потому что лютое. Не знаю, ну вариантов у нас было мало. Тут поворот заняли. Ну, вариантов нет. Решено здесь, ребят, как-никак. Пускай она будет так. Друзья, бобровые хаты. И там где-то вот видно осинка порублена. А вот он ее глотал. Завалил, наверное, даже он ее. Там бобер здесь живет. А вон гнездо. Рано, ребятки, рано донки ставить. Рано. Пискари, ребят, клюют. Пискарики. Вот такие заразы. Вот. Такой крючок, ребят. Вот смотрите. Такой пискарик. Башка и крючок. Не знаю. Сейчас перекидываю, жалко червей. Ну, видите, место такое, ребят, то, что может тут я взять. Вот я и думаю, перекидывать, не перекидывать. Не знаю, сейчас пройдемся, посмотрим. Что такое получилось? Будем чистить рыбу. Ух ты. Не имей. Рубанок, имей топор, да? Все, вот такая доска разделочная. Молодец, красавчик. Вот так газовая горелочка у нас работает. Все, сейчас будем что пожарим. Котлеточки, наверное, пожарим, покушаем горячего.
пока парни, ребятки, рыбачат. Один ставит донки до сих пор, второй пытается что-то поймать на удочку, но пока одни ерши. А Ведушка тут жарит шницели. Тут была, ребят, сеточка такая у нас в багажнике. Вот сейчас получается сковородка поднята и огонь нормально так процветает. И вот мы жарим шницель. Шикарно получается. Ну, правда, огня многовато. Огня многовато. Дерево сухое. Свечка горит просто отлично. Отлично. Там у нас костерок, ребят. Ну, решил приготовить пищу. Пищу решил на финской свечке приготовить. Котлетки пожарить. Салатик там сделали. Так что сегодня будем кушать отлично. Аккуратно, чтобы было все. Давайте там аккуратно. Да? Позвонит потом. Ну, богато, тем и рады. Хлебец, ребятки. Салатик. Правда, нет у нас посуды, но сделали в пакете. Ну, в принципе, бродягам это нормально, это позволено. Кто-то на майонез налегает. Здесь у нас картошечка, ребятки, котлетки. Костерок, дымок, тайга. В принципе, да, реально в лесу. В сосновике. Здесь, наверное, белые грибы растут по осени. И там речка, ребятки. В принципе, нормально ужин. Точнее, это как у нас обед, потому что никто не обедал. Полдник, так будем называть его. И ночью будем поздний ужин делать. У нас там есть хорошие ингредиенты. Места взяли неплохо. Приготовим. Ну, и, в принципе, нормально. Как скажете, ребят? Огонь. Давай, Дрюня. Давай, ребятки. За вас, за нас. За Ну, выходной. Да? Ну, видите, Удачно в поварился принципе, за выходной, да. Все. Лежал, не болел. Будь здоров. Мать еще ящик привезла, я еще там косарь накинул. В итоге полный стол пойла. Давай. Дед. Батя. Я сразу нахуй говорю. Ну рыжий, говорю, дед нахуй. Батя. Танька, Не рыжий. Танька звонит, что делаете? Бухаем, что делаем, бля? Без проблем. Как? Промолчу, нахуй. Проблем было дохуя. Просто это было все до. А потом заебись. А потом заебись. Родилась заебись, да. Ерши, ребятки, ерши. Вон, ершара. Братец ерш. Тихо, сейчас отпущу. Не переживай, сейчас будет. Будешь домой. Пойдешь. Вот такой головлишка попался. Писюшка. Надежда есть, что будет хороший ясь. А такого мы, конечно, отпустим. Давай, родной. Беги. Ну? Давай. Блиха-муха, обров. Сейчас мы его грузим, подвинем. И он пойдет гулять. О, красавчик поплыл. Вот так, ребятки. Сколько донок проверил, одни ерши. И вот тут говоришка попался. Значит, надежда есть. На течение, возможно, будет ясь. Первый налимчик, ребятки. Вообще никак за год. Ой, руку он потрогал его. Все в крови. Вот так, ребят, жабры кровоточат. И все, хоть куда девайся. Первый налимчик. 12 часов, ребятки. Проверяю доночки. Небольшой налимяшка. Опять товарищ за год. Сейчас попробуем отпустить. Тихо. Если получится, то пойдет домой обратно. Пойдет домой, красавец. Ну, если получится, конечно. Рыбка, ребят, не клюет. У нас белые ночи в республике. Илюшка отдыхает. Вот такой костер, ребятки, сушеный. Вот что значит пила. И вот такой колон. И краснодеревчик, ребят. Вытачиваем ложки.
Стасян вам может. Такую ложку сделал. Там, кстати, сделал доску разделочную. Просто мастер. Лежим, ребят, балдеем. Я чисто лежу, отдыхаю. Костерок. Вот такие сосны, ребят, неподъемные. И просто вот такая тишина. Просто шикарно. Просто душевно. Есть еще, ребят, налим хороший в нашей реке. На закидушку, ребят, попался. Такой достойный налим. Отлично. Утро, ребят, возле костра кемарили что-то. Сейчас вот вышли проверить. Закидушка возле берега. Ну, здесь буквально метра 10 она стояла. Он достал налима. Ну, хорошо. Подвязочек. Вышел на охоту. Тоже за годик. Ну, наш. Вот он, красавец. Красавчик. Разговаривает. Вот у Илюшки тоже парочку достойных попалось. А на ранний завтрак у нас что, Илюшка, говядина, да? Говядинка, да. Говядинка это хорошо. Жареная. Жареная, вообще шикарно. Запалили, как обычно, свечечку. Сейчас будем как на плите готовить. Ну все, друзья. Вот и рассвело, вот и утро. Вышло солнышко. Мы заканчиваем рыбалочку сегодня. А пролетела еще одна ночная рыбалка в плане налима. Это была крайняя рыбалочка, потому что уделяя ей по лету, вот по весне 2-3 рыбалки, ну это получается 3 недели, каждые выходные 3 недели. Сейчас уже медленно переходим на фидера, на удочки, на какие-то другие снасти. Будем уже ловить другую рыбу. Ну а сегодня заканчиваем, ребят. В принципе, по месту не получилось. Место, да, такого выбрано не акти, но нам деваться некуда было. Но все равно рыбку мы увидели, ребят, поймали. Поймали даже белую немножко. Вышел налим. Ну как-то все равно обрыбились. Хоть и не густо, но и не пусто, короче. Все, ребят, собираемся. Еще тяжелый выезд. Так что, кому понравилось, ставьте пальчик в воздух. Подписываемся. Не забываем за колокольчик, друзья. Ну и все. Всем удачи. Ни хвоста, ни чешуи на ваших водоемах. Всем пока.